Жители сел Гулрыбского района за 2 дня механическим способом собрали более 80 килограмм мраморного клопа. Больше всего вредителя было собрано в селе Багмаран, Мархеул и Мясниково. Клопов отлавливали в основном в подвалах, сараях и нежилых помещениях домов. Ведра и мешки с клопами тут же на месте взвешивали и выплачивали деньги. За 1 килограмм 1000 рублей. Жители сел Гулрыбского района собирали клопов целыми семьями и признаются, что плата за насекомых-вредителей еще больше подстегнула их вести борьбу с ними. Люди в основном на сегодняшний день не поверили, что это будет все это оплачиваться. Но когда начали, вот после этого я думаю, что люди всерьез займутся этим, потому что деньги мало не бывает, излишек нету денег, можно и подзаработать на это. Специалисты Минсельхоза выкупают у населения Абхазии клопов, чтобы изучить их ген ДНК в научно-исследовательском институте в России. Сегодня все, что собрано на территории Абхазии, мы это все оплатим и будем заниматься научными исследованиями с этими клопами. Это этап первичный, нам в дальнейшем больше, наверное, не понадобится то количество, поэтому в последующем, я так понимаю, что нужно нацелить население государства и республики на том, что нужно его собирать самостоятельно и уничтожать. Из-за небольшого похолодания клоп еще около 2 недель будет находиться в состоянии покоя. И в этот период надо эффективнее вести борьбу с ним именно механическим способом. Механический сбор – это до того, как мраморный клоп крылья поднял, это самый эффективный. Во всем мире мы сейчас изучаем, опять-таки по интернету смотрим и так далее. Это самый эффективный. А далее она начинает летать, мы уже начинаем работать, применять химию, препараты. Я опять-таки, знаете, есть огромное количество людей, которые собирают там в каком-то объеме. Это какие-то, наверное, наши духовные вопросы, они не несут, потому что они говорят, проблемы наши мы сами, огромное количество, и сами сдвигают. Факт то, что народ с пониманием отнесся к этому вопросу. Проблема с распространением мраморного клопа существует во всех районах Абхазии, но больше всего пострадала восточная часть страны. Там после механического сбора клопов планируется вновь применить ядохимикаты. Для этого мы готовим технику, специальные аппараты есть. И в прошлом году были завезены ловушки, химикаты, они у нас есть. И по прошлому году эта работа не прекращалась. Определенное количество химикатов, чем мы располагали, все это роздано. Есть люди, которые успешно применяли. Люди отмечают эффект того или другого лекарства. Мы получали разные партии, а в этом году мы имеем достаточное количество химикатов, чтобы мы в 3 этапа, чтобы мы применили химию. Для борьбы с мраморным клопом во всех районах страны созданы специальные штабы, которые ведут необходимую работу, чтобы минимизировать численность мраморного клопа. Алика Трапш, Беслан Джинджоли, Леон Адлиба, Абхазское телевидение.